ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Осень – начало эпидсезона. Подъем заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций обычно приходится на октябрь-ноябрь. Именно в это время необходимо делать прививки – ОРЗ, ОРВИ. Все это, по сути, одно и то же. Грипп же является вершиной пирамиды острых вирусных инфекций. Он несет в себе наибольшую опасность и имеет статистику смертности. Наиболее подвержен развитию осложнений и смерти от гриппа. 2/3 случаев смерти от гриппа – это дети до 5 лет. Это статистика Всемирной организации здравоохранения. Это беременные женщины, это больные хронические, неврологические, эндокринологические, разнообразного профиля, то есть имеющие уже тяжелые фоновые проблемы со здоровьем. Да, и, безусловно, пожилые люди. Люди после 60-65 лет, они находятся в группе риска. Можно защититься от данной конкретной инфекции. Это прививка. Вакцинация возможна с 6 месяцев. В 2014 году в Ухте от гриппа привилось 6580 детей. В 2015 – 7360. Вирусов гриппа всего 3 – А, Б и С, но у них есть разновидности. Вирус постоянно мутирует, и это слабое место вакцинации. Тем не менее, вакцина выпускается под каждый сезон. Прошлогодней быть не может. Все остатки уничтожаются. Заведующий детской реанимацией и его коллеги прививаются регулярно более 10 лет, ведь каждый 5-й пациент в этом отделении болен ОРЗ. Мы группа риска, мы можем все заболеть, но тем не менее мы болеем достаточно редко. А гриппом не болея, я уже не помню, когда это было. Давным-давно, да? Регулярная, многолетняя вакцинация, устойчивая. Вакцина доступна всем и абсолютно бесплатно. Побочные эффекты или осложнения крайне редки. Внешняя реакция может быть похожа на грипп. На самом деле заболевают после вакцинации не гриппом, а другими видами ОРВИ. Их великое множество. Важно понимать, вакцинация не подавляет иммунную систему, она ее стимулирует. Но не стоит пренебрегать и простейшей профилактикой, ограничить рукопожатие и чаще мыть руки. Правило хорошего тона сейчас – кашлять не в руку, а в локоть.